Июль 1989 года. Абхазия все еще формально в составе СССР, но уже без твердого ощущения единого государства. То, что позже назовут малой войной, для тех, кто оказался в самом центре событий, стало войной настоящей, с кровью, страхом и предательством. 15-16 июля 1989 году, в советскую эпоху, в Абхазии произошли кровавые события. Это фактически были военные действия. Некоторые называют это первой грузино-абхазской или абхазо-грузинской войной. В судьбе одного человека вся боль и правда этой истории. Алексей Когоня, начальник смены в Сухумском аэропорту, бывший боксер, специалист, прошедший путь от абхазского села до Московского авиационного института. Справедливый, принципиальный, он не позволял нарушать правила ни себе, ни другим. Его гибель во многом стала символом происходившего в те дни в Абхазии. Постоянно абри самолет күні провозегиоса. Ирады дулханами самолет кусқан ратшан аэропорта жалус. Абри трюх опшон и джейшон. Абри интереси манера и смша. Класс тол дышта закум кона. Убыс саби сани иртахет, ерги тахет, интерната хейерстра. Теналга итахет урсплугат сыны кыд таларахан, сусхан пиам тиқо ждурет хара жүйік хан. Еще фикающий, пшикающий хан. Узкий шацаю цену талард гам таазамыз дуса құрышки ара апшара гитген шуксыгара данхайт ара классаштах. Ашуксанан защита видимость азакона капеко гайзиген дехнет сит Москва. Он мог остаться в Москве, но он как патриот рода, что надо были специалисты, он прибыл в аэропорт Сухум. Мы назначили его начальником смены. Он показал себя грамотным специалистом, хороший общественник, всегда принимал участие в общественном положении. Он был членом Айтгилара и всегда принимал, какие мероприятия были связаны с нашим абхазским вопросом. Он всегда был там. Хара таачвара дэгизиги насари алгъази кузымтаз хасара псна ждуқу бхасақамыз ервис таарам зарубси қалайт азныг апхат бейчасрaqna кутол апатвахыг хыш метр бжазамка нурла шурия ванила шурия алыкса когония абас айгулача абас архакурцит апсынра. Чтобы понять, как это стало возможным, нужно вернуться в начало 1989 года. На фоне перестройки Грузия требует независимости и вместе с ней Абхазию. Абхазы – коренной народ, составляющий всего 17% населения в своей республике. Все рычаги власти и управления в руках Тбилиси, которая собирается упразднять автономией. В марте Народный форум Абхазии собирает многотысячный сход в Лыхны. Принято обращение к Москве с требованием вернуть республике союзный статус. Под ним более 35 тысяч подписей, включая руководство Абхазии. Ответом становится волна антиабхазских митингов в республике, организаторы которых находятся в Тбилиси. Подписантов в Грузии объявляют врагами. Когда пошел процесс разрушения СССР, грузины решили вывести Грузинскую ССР из состава СССР. Не спрашивая у абхазов, они хотели вместе с Грузией и Абхазскую ССР вывести, и Ингушетинскую ССР вывести. Это, конечно, не делалось без ведома самого Шеварднадзе, члена Политбюро, министра иностранных дел СССР, рядом с президентом СССР Горбачевым, работавшим. В Грузии считали, что те абхазцы, которые выступают против засилия грузин здесь, являются грузинами, но неблагодарными грузинами, которые забыли свои корни. Это идеология, там, вы знаете, теорию Горокова там, и так далее. Можно сказать, 240 тысяч грузин проживало здесь, завезенные с периода еще 30-х годов, со времен Берии и Сталина. Это было сделано, чтобы искусственно ассимилировать абхазов в грузинский этнос, в грузинский народ.
В мае студенты грузинского сектора АГУ устраивают забастовку, требуя открыть в Сухуми филиал Тбилисского университета. Тбилиси идет им навстречу. Абхазы воспринимают это как продолжение политики ассимиляции. 15 мая в Сухуми проходит митинг. Абхазское руководство заявляет, филиал временный, но протесты не стихают. В июне начинается прием документов. В ответ 22 июня в Госфилармонии сидячая забастовка. Собравшиеся требуют вмешательства Москвы. Комиссия Верховного Совета СССР прибывает 3 июля. Ее заключение о нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку отвергается в Тбилиси. Вступительные экзамены в филиал ТГУ назначают на 16 июля. Конфликт продолжает разгораться. Никакой надобности здесь открывать филиал Тбилисского госуниверситета, значит, в Сухуми не было надобности. У грузинской молодежи, студенчества были специальный вуз, грузинский сельскохозяйственный институт. Сухумский институт работал. Тоже грузины, значит, там имели право почти 50% поступать. Были техникумы. Почему абхазцы выступали против этого? Абхазцы научены горьким опытом вообще всего столетнего взаимоотношения с представителями грузинской националистической элиты, правильно воспринимали, что в Грузии это надо, чтобы открыть очередное учреждение официально, законно для перекачки людей из Грузии в Абхазию. 15 июля напряженность в Сухуми достигает критической точки. Несмотря на все предостережения и попытки урегулировать ситуацию, в городе ежедневно стекается тысячи людей со всей республики. С самого утра у здания первой школы, где заседает экзаменационная комиссия, проходит абхазский митинг. На набережной собираются грузинские демонстранты. Около 15 часов в парке Руставели избивают абхазского фотографа, пытавшегося снять грузинскую акцию. Это становится спусковым крючком, начинаются первые столкновения. Абхазы, находящиеся в городе, стягиваются на площадь Ленина. В 21:30 на них нападает группа грузинских националистов, прибывших на грузовиках. У некоторых в руках огнестрельное оружие. Насилие выходит из-под контроля. В ночь на 16 июля город захлестывают беспорядки. Драки и стрельба не прекращаются до утра. Конечно, в такой ситуации, ты представляешь, да, вы представляете, что в городе, больше половины людей грузинской национальности, и к тому времени очень много уже давно приезжали сюда люди в их поддержку из Грузии. Столкновения происходили на каждой улице. Вот очевидцы рассказывают, что все стулья с штакетами, которые они все были разодраны, люди каким-то образом доставали и использовали их в качестве орудий. Там уже драка была не на жизнь, а на смерть. А вообще грузины хотели, когда начнется. Здесь был председатель Верховного Совета, значит, Отар Черкесии, был здесь второй секретарь ЦК Компартии Грузии Павшинцев Александр, здесь был первого секретаря Абхазского обкома партии Владимира Филипповича Хишба. Окружили у себя в кабинете, не допустили, чтобы он пришел к стоящим, к своему народу, абхазскому народу. Заранее у абхазских милиционеров автоматы были изъяты. Все делалось для того, чтобы сломить сопротивление и, как единая Грузия, чтобы она вышла из состава СССР. Это была малая война по всем правилам. Весть о сухумских событиях быстро разносится по республике и за ее пределами. На помощь сухумским грузинам из Зугдиди выдвигается колонна, около 20 тысяч человек, вооруженных захваченным у милиции оружием. Но в Ачимчире колонну останавливают благодаря действиям прокурора Валерия Гурджуа, раздавшего изъятое ранее оружие для обороны. Это позволило избежать еще большей трагедии. Что там происходило в Галицке, когда автобусы начали? Уже понятно было, что они шли и пешком, и автобусами. С этой стороны поставили бензовоз посередине, взорвали его и начали стрелять в сторону шедших. А они решили уже, что мы прямо по трассе не можем пойти, пойдем по воде. Они
в воду пошло много людей, естественно, да. И просто такую массу, даже с тем количеством оружия, которое было, они не остановили бы. Просто люди решили, там проходила высоковольтная линия. Они просто начали стрелять и порвали, высоковольтная линия упала в воду. И по воде уже нельзя было перейти. 16 июля ситуация далека от стабильности. На улицах избиение. Людей останавливают на дорогах и вытаскивают из автобусов. В селах организуются стихийные дежурства. Приходят вести о первых жертвах. Сейчас это выглядит как-то неправдоподобно. А на самом деле я сам был свидетелем этого. Я был в деревне, люди собирались, решали, естественно, какую тропинку закрыть, которая более проходная, да, по которой они могут пройти в деревню и так далее. Хотя где моя деревня, где Грузия, где Сухум, люди так считали, что каждый на своем месте должен принимать какое-то в этом участие. В это время Алексей Когоня, несмотря на опасную обстановку, выходит на работу. Он считает страх не повод отступать. Аэропорт должен функционировать. Усру данукцу заху бычха чааваз дақәшәеит абри нас жәохә-жәафыр рзыҳәа ара площадь аҿы иҟаз ижәдыруеит зегьы ахҭысқәа абри дрықәшәеит, аха нас ари даԥсуа хаҵан дхьамҵит иуаажәлар ахьыҟаз, иҩызцәа ахьыҟаз рыгәҭа далагылан. Уаагь дгәарҭазар ҟалап, дырбазар ҟалап, нас ари аформа ишәымыз иаҳа далукаауан. Грузинская национальность захватили весь аэропорт, ни одного абхазца не пускали на работу. Даже летный состав, 2 человек летного состава, да, пришлось вертолета эвакуировать. Он же в Сухуме жил, ему позвонили, что так и так, что такое творится, что не надо на работу приходить, и что целое мероприятие. Но он, как патриот своей родины, он не мог же, говоря, я говорю, своей родине живу, не могу выйти на работу, это нонсенс. Аԥсуа зхылоз уа аӡәгьы дымнеицит, аӡәгьы дыҟаӡамызт, иара инизациа Ҳерберт Рома са сзыцәшәо, ус акәын иара дшааз, Ҳерберт Рома са сзыцәшәо абарҭ ацәыршәаҩақәа иҳәан, имашьына хәыҷы иман длақәтәаны шацаҳәа днеит аеропорт аҿы. Днеинаркны абри ашьхымзар еиԥш абри аштурм ҟарҵазшәа аҟәақа икабинет аҿ дагьыныҩналон, ижәлеит ажәакала. Примерно в 7 вечера в его кабинет врывается толпа грузинских работников аэропорта. Алексея избивают и выволакивают из кабинета. Он кричит, что не уйдет, что это его земля. Его заводят в автобус, где сотрудник линейной милиции Гиви Кварацхеля стреляет ему в спину. Алексей Когоня умирает не сразу. Его везут в Агудзерский госпиталь, но спасти не удается. Ари иусура акәӡам ихазқәиҵаз. Ари сара аусура сымнеира, аусураҿы самырхыр шьа зласхәо суӡом ҳакәӡам дзымнеиз изыҟаиҵаз. Ари ззыҟаиҵаз убриоуп, ишԥыкәу сара сыԥсу ахаҵаны агьи амилаҭ, ҳара иаҳҿагылоу амилаҭ аманҭ рҿаԥхьа схырхәо, схырхәаны сара иҟасҵом ҳәа абриоуп изыҟаиҵаз. Мы чтим память сюда, это остался самым, как бы нашим патриотом нашего аэропорта. Вы сами знаете, улица имени Когоня назначена в Бабушарах, находится там обелиск и все. Поэтому Алексей прожил свою недолгую жизнь, но он прожил достойно, глядя людям в лицо. И мог глаза никогда не опустить. Он ничего плохого никому, ни грузинам, никому не делал. То его убили, потому что он был абхазцем. Позже станет известно, что убийцу увезли в Тбилиси. Там суд приговорит его к 1 году и 2 месяцам, но выпустит из-под стражи прямо в зале заседаний. За время июльских волнений погибло 7 абхазов. Алексей Когоня, Беслан Чкотуа, братья Иван и Нурласуря, Альберт Кобахя, Валерий Аргун и Джон Акарба. 7 жизней, оборванных на фоне насилия, несправедливости и предательства. Около 450 человек получили ранения и увечья. Ни одно дело не будет доведено до справедливого конца. Во всем произошедшем обвинят абхазов. 16 июля по инициативе Владислава Ардзенба и с согласия Москвы в Абхазию вводят части внутренних войск СССР под командованием генерала Шаталина. Столкновение удается остановить, но их последствия останутся навсегда. Проблема в том, что судить эти дела было поручено грузинской прокуратуре. Вину случившееся
перекладывалось на абхазов. Значит, абхазы фактически в этих судах никак нельзя было оправдать их. И это привело в ярость всех абхазов. Такое они еще после 30-х годов не видели на своей родине. И это вызвало самые крайние протесты, акции. Речь уже пошла о сухих голодовках. Многие, которые понесли побои в эту ночь, да, и последующие, они потом уходили из жизни из-за побоев, из-за состояния здоровья. А некоторые, когда их даже удалось вытаскивать с тюрем, с тбилисских тюрем, а они уже были, то есть они уже были неполноценными и очень быстро умирали. То есть последствия показали, убедили абхазскую сторону, что справедливость тут искать не приходится. Июль 1989-го – это не просто первые открытые столкновения в Абхазии, это исторический срез, когда у народа попытались отнять право на голос, когда за правду приходилось платить здоровьем, свободой и даже жизнью. Герои фергуала швала. Хапсыны, ыканацы, хапсхуры канацы сымша, хапсва милат хапсва швалар рахакуй трезукфон. Еха абартер бзураны уяштах пшини вяхаш кусрани тахаз ачкон шваз хакус зир бзураны еха ачар из хава хардге хабача хакуй трахамо пасхацарахамо. Новое поколение, сейчас наше поколение думает и считает, и слава Богу, что оно так считает, но оно столкнулось с этим, если оно не будет знать историю. А оно считает, что всегда так было здесь хорошо, делалось, что хотелось. Нет, так не было. Так стало благодаря тому, что кто-то пожертвовал своей жизнью для того, чтобы так было. Если мы не будем ценить жизни тех, кто пожертвовал, нам тоже придется потом пожертвовать. Июльские события не стали финалом, напротив, это был поворотный момент, положивший начало консолидации абхазов и народов Северного Кавказа. Эти столкновения дали импульс к созданию Ассамблеи горских народов и политической мобилизации, которая в конечном счете помогла победить в войне и добиться независимости Абхазии. Заур Кварджа, Торник Амичпа, Абаза ТВ.